Ибрагим, у нас сегодня с тобой, для меня, по крайней мере, очень разговор волнительный. За мое количество интервью я впервые, может быть, разговариваю вот так вот подробно, как я собираюсь с тобой поговорить, с человеком, который вернулся на родину. Ты относишься к этой нашей очень трагической истории, которая называется в истории абхазов и адыгов махаджирство. Да, и вот возвращенцы оттуда, вот говорят, адыги махаджиры, абхазы махаджиры. Вот тебя трудно назвать махаджиром, честно сказать. Ты так давно в Абхазии, ты стал ее частью, и пока я не узнала, что ты, в общем-то, приехал, вернулся в Абхазию из Турции, я была убеждена, что ты здесь родился, что ты здесь прожил всю свою сознательную жизнь. Так ты уже сросся с Абхазией. Что ты знаешь о том, как твой род и когда ушел, вот, покинул эту землю? Вы знаете, начнем-то, во-первых, махаджирство, да? Честно сказать, это слова я ненавижу. Почему? Когда вот даже здесь говорят репатриант, это слово тоже ненавижу. Почему? Мы никак не смогли стать там турком, а здесь абхазом. Почему, я вам скажу? Вот когда мы учились в университете и школе, когда мы заходим в турецкие общины, они все говорили: о, абхаз пришел, о, абхазец пришел. Турки так относились. Вот репатриация, репатриант, да, вот. Честно сказать, это слова, я считаю, что это неправильно вообще. Я, если вернулся в свою родину, опять я махаджир. Там был махаджиром, а здесь то же самое, махаджир. Даже там назвали нас абхазом, а здесь турком. Там не смогли турком стать, а не можем стать здесь абхазом. Я к этому очень тонко отношусь. Это не всем касается, конечно. Есть здесь, прекрасно понимают наши нации, наши старшие абхазцы, кто такие абхазцы, кто такие турки, они разбираются. Вот. По поводу, как я приехал в Абхазию, да, мы выросли, у меня дедушка был очень интересный человек. Он всегда рассказывал про Абхазию, потому что его дедушка ему рассказывал, как была Абхазия, как они поехали отсюда, почему они уехали отсюда, покинули свою родину. В общем. Это не просто так, конечно. А кто покинет такую красоту, такую родину просто так? Помню, дедушка всегда рассказывал нам абхазские рассказки, абхазские песни. Вот я даже могу сейчас говорить вам, вот Чишнани, да, очень печальные песни вообще про махаджирство. Это песни. Вот. Он пел эту песню прекрасно. Азар вот наши, вот, да, вот, такие печальные песни они пели. Почему? Потому что их время не было, чтобы как-то от счастья какие-то песни и так далее не было. Почему? Потому что всегда было у них как его, в печали, всегда было у них, когда они отсюда поехали, проблемы. Но счастья, я думаю, что 3-4 поколения у них не было. И тем более, когда они уехали отсюда, была Османская империя, у них тоже была война. Почему нас всегда хотели? Потому что мы вояки. Они знают, что мы никогда не продаем никого. Будем лучше них защищать их земли. Они это турки. Они турки. И турки знают, да, что пока на их землях абхазы, адыги, ну, черкесы, скажем, община, кавказские народы, да? Да, то их тыл обеспечен. Они... Народы не предают, воевать умеют и всегда придут на помощь, да. Они лучше нас знали, нашей психологии, кто мы такие, чем мы способны вообще. Вот поэтому я могу сказать, даже использовали хорошо нас. А в кавказском народе я имею в виду. Вот. А насчет, как я вернулся в Абхазию, знали свою родину, мы знаем, мы абхазцы. Мы знаем, мы не турки, и Турция это времени. Причина должна была приехать в Абхазию. Всегда у нас мечта была. Когда я учился в университете, у нас абхазские общины
В Дернек Стамбуле, да, ты называется. где учился? В Стамбуле, В Стамбуле. да. Дюзже есть, где абхазцы много живут, и Адапазар, Сакария, вот где абхазцы вообще. И даже могу сказать, все черкесы, адыги, кабардинцы и так далее. В общем. Вот мы знали свои традиции. Я даже могу сказать, чем турецкий лучше говорил по-абхазски, когда мои с детства. Потому что у нас дома всегда говорили свой родной язык абхазский, песни пели, истории рассказывали. И мы сохранили очень хорошо традиции наши, язык, фольклор, культура, чем другие нации, могу сказать. Были абхазские общины, мы субботу-воскресенье, когда учеба у нас не было, да, мы постоянно ходили, учили старые абхазские танцы, наши танцы, познакомились с другим абхазским, черкесским, кавказским народом, их детьми. В общем. То есть вы старались держаться друг друга, кавказские народы, да? Очень дружные. Чего нам здесь не хватает, дружбы? Вот надо, наверное, получить эту Вы трагедию, знаете, выехать. очень хороший вопрос. На самом деле, как мы там дружили, а здесь нету такого. Да, там дружба просто на самом деле любили друг друга, относились искренне. Вот, да, вот. И без никаких какой-то выгоды, да, вот такого не было. Мы скучали друг друга. Вы были не там увидели. дети Кавказа. Да, да. А здесь каждый дитя своей квартиры. Вот это ужасно, то, что нас... Наверное, может, знаете почему, я так думаю. Это нас объединил, когда в чужом страну находишься, да, консервируются людей, больше они сохраняются свои обычаи, традиции, язык и так далее. Может, поэтому у нас осталось это, я так думаю. Вот. И все-таки, когда ты принял решение, и сколько тебе было, и почему вдруг возникло желание поехать в Абхазию? Это было связано с войной? Вот или мы вообще? учились в университете, и мы очень были фанаты, могу сказать, абхазского вот обычая. У нас в университете учились девочки, да, вот. Мы их охраняли, это наши девочки. Никто не может с ними вот как-то по-другому разговаривать или как-то ее обидеть. Мы на самом деле относились к этому очень тонко. Когда война началась в Абхазии, всегда у нас мечта была попасть в Абхазию до войны вообще. Ну тогда Советский Союз было, не просто было попасть сюда, потому что визы такого не было. А наши старшие как-то приехали до нас, но я не знаю, каким образом как они приехали. Мои ровесники, когда у меня было 23 года, когда я первый раз в Абхазию приехал, и друзья мы решили, когда слышали, что война идет в Абхазии, и даже не говорили нашим родителям, что у нас есть такой план приехать в Абхазию. И не знали, как они будут относиться. Но отец есть отец, мама есть мама. Просто никто не отпустит, наверное, в войну своих детей. Не говорили. Собрали, которые душой болеют для Абхазии, очень много друзья. И решили так, давайте мы соберемся, кто хочет добровольцам вот, просто собраться, не говоря ни родителям, и поехать в Абхазию. И один-два раза мы собрались вот так. Наконец-то решение приняли. У нас было 4 мы. И говорили, как можем ехать, изучили дорогу, что надо делать. А до этого ты никогда и не был в Абхазии? Нет, ни разу не был. Ну, про Абхазию много чего знали, но я не видел свою родину. Конечно, у нас была большая мечта, вот, чтобы видеть все. Ну, это большая причина была вернуть нашу родину. Как раз вот. И эти друзьями одним изучили, как приехать в Абхазию. Через Сочи мы приехали вообще. Через Трабзон, паром в Сочи, потом приехали в Абхазию, в общем. А здесь уже шла война? Да, уже было. Вот мы приехали, вот, уже Гагра забрали абхазцы. То есть ты включился сразу в войну?
То есть война началась, вот 7-8 месяцев прошло, вот так после этого. Но наши друзья сразу приехали даже во время войны. Как началась война, сразу приехали. Почему? Кто они? До войны приехали мои очень близкие друзья учиться здесь в университете, в общем. Они больше знали, как приехать, и знакомые очень много были у них. А им было легче. Они сразу приехали, адаптировались, и нашли сразу, когда до войны учились здесь в университете, нашли друг друга, и им было легче, конечно. Ибрагим, то есть ты оказался в Абхазии со своей родиной, матерью, в самые трудные ее, собственно, ну, в одни из труднейших. Абхазия много раз переживала труднейшие моменты, но этот, наверное, был самый такой судьбоносный для Абхазии период, да? Ну, вот практически сколько Абхазия как независимое государство, столько ты здесь. Да. Скажи, пожалуйста, вот как ты можешь охарактеризовать, вот какие это были годы, что ты пережил вместе с Абхазией? Вот как Вы сначала знаете, было, а потом чем время войны, после войны еще труднее было, я думаю. Почему? Потому что после войны, на самом деле, везде разрушены, народ не знает, что делать, военные психологии совсем другие. И у каждого есть свои оружие, эмоции. И я благодарю Всевышнего, вот, мне такой возможность дал, такой шанс дал, чтобы я начал сразу работать, первый президент наш, Владислав Григорьевич Ардзин, в общем. Я считаю, что я очень счастливый человек. Если бы не он, после войны очень трудно было здесь жить, потому что совсем другой менталитет. Мы абхазцы, мы говорим свой язык, но хотим или не хотим, когда вырастешь совсем другие культуры, сколько мы знаем свой обычай, культура, традиции, да, но все равно влияет очень сильно, где вы находитесь. Мы прекрасно жили, война что такое не знали, конечно. И от этого комфортного жизни прийти к этому в жизнь, честно сказать, сложно, конечно. Но поверьте, мы это не чувствовали. Почему? Потому что в такой степени, когда видите свой народ, свой однофамильцы, и говорят свой родной язык. Вот ты пришел, на самом деле приехал в свою родину. Всегда мы мечтали это. А это нам дал терпение. И было невозможности, да, вот очень много. Что мы хотели, то и не смогли делать. Что хотели, мы, может, не смогли приобрести, кушать или комфортную жизнь. Такого не было. Но это нам, как можно сказать, не мешало абсолютно. Хорошо жить в богатой семье, сильной Да. семье, да? А вот когда мать твоя нуждается в твоей защите, да, вот тут, наверное, какие-то другие силы. И, конечно, в Турции в это время была другая жизнь, да? Да. Вот я понимаю, что ты хочешь сказать. Вы просто дышали воздухом Родины. Тяжело Родине, но вы были с ней. Вот это вот для тех, кто приезжает, наверное, другое какое-то чувство. Да? Скажи, пожалуйста, вот все-таки у тебя есть сравнение. Всегда мы все говорим, вот я когда встречаюсь с моими братьями, шапсугами, адыгами турецкими, все-таки немножечко вы отличаетесь. Много столетия почти, да, 2 столетия в составе Турции, и сирийские, и иорданские адыги, вот по адыгам я знаю. Есть отличия от нас. Но я смотрю на вас, как на других. А у тебя был взгляд на вот этих абхазов, оставшихся, на твоих братьев абхазов, которые прожили в Абхазии, никуда не выезжая, и вы, абхазы-махаджиры, хотя ты не любишь этого слова, но репатрианты. Было какое-то отличие в ментальности, в поведении? Чувствовал ты себя все-таки немножко другим? Вот были эти абхазы для тебя другие? Вы знаете, нет, абсолютно. Я очень понимаю ситуации, очень тяжело было. В Абхазии 70 лет был режим, Советский Союз, до этого. Сколько раз здесь войны было. Представляете, как я могу нашего народа обижаться или отличать от себя, если я жил бы в то время здесь, то же самое мне было бы здесь. Вот как
мои братья живут, как они себя ведут, как они разговаривают. Я тоже такой же был. Вот, например, мне очень интересно, когда не говорим мы свой язык. Вот видите, мы, абхазцы, сейчас на русском говорим. Я очень хотел бы по-абхазски это все рассказывать. То есть ты хочешь сказать, что много было русской речи? Да, да. Это да. тебя. Еще что? Отношение младшим, старшим. Старшим, младшим, да, вот. Вот мы, я знаю старые абхазцы, вот даже здесь. Почему я люблю горы? Почему я люблю деревни? Это настоящая наша жизнь. Никогда Абхазии не было такой степени, например, напитки относились в такой степени хорошо. Я очень много знаю. Мои дедушки тоже приняли, хотя в мусульманской стране жили, пили вино, водка. Но они, знаете, вот Меру знали. знали вот 2-3 рюмки, вот так много часами разговаривали. Как всегда пили абхазы, да. чтобы поддержать стол. Вот ты говоришь, беседа. Беседа, За да. стаканом Приятно вина. было. Да. Рассказывали умные вещи. Да. Не то, что сплетни. Он так Да. сделал, то Да. сделал. Нет. Было наши обычаи, как они наши раньше жили, что у нас объединил, как мы можем воспитывать своих детей и так далее. В общем, к сожалению, это сейчас у нас, что меня возмущает в Абхазии, молодежь и их воспитание. В общем. Я думаю, что дома, как раньше воспитывали, такой воспитания нет. Мы говорим, вот наша молодежь, знаете, вот как раньше еще лучше было и так далее. А как он может быть лучше, если мы их не научим наши традиции, обычаи? Я как могу свой сыном сесть в одной стол и пить, и поднять рюмки? А как он будет, когда мы через 10 рюмки, мы одинаковые уже. Он не будет меня слушать, я не буду как к сыну относиться. В общем, мы равны уже. Раньше такого не было. Каждый знали свое место. Старшие знали старшим, в общем. Для нас большая честь была, когда мои дедушки, папа сидел, о чем-то разговаривали, да, мы их-то хотели вот по углам вот так стоять и слушать, о чем они говорят. Интересно было. А здесь нету такого, понимаете, вот. Свободные немножко абхазы молодые стали, более да? свободные, могу Да, сказать. традиция утрачивается. Это проблема, кстати, всего Северного Кавказа. Ты сейчас находишься в другой некой стадии ипостаси для себя. Ты бизнесмен, ты сделал свой проект экономический. Какие перспективы роста? Трудно ли это было? И как вообще вести бизнес в Абхазии? Насколько сложно? Вы знаете, Абхазия на самом деле уникальная страна. Я всегда сам себе дал такой вопрос. Мы 100-150 тысяч абхазцев живем в Абхазии. Постоянно война была здесь. Бог в такой степени нас любит. Я так в выводе, вот так думаю. Боже мой, говорю, сколько раз воевал это народ. И отсюда, как его выжили вообще, отправили в других стран. Почему я родился в Турции, например? За то, что война была. И все равно Абхазия остался Абхазией. И живут эти люди, наш народ, абхазцы здесь. И 93-й год мы воевали с грузинами, да? Но сейчас 5 миллионов грузин, если не ошибаюсь, и 150 тысяч абхазцев. Как мы выиграли эту войну? На самом деле, эта страна душа не просто так названа. Я считаю, что здесь Бог все выше, Анча, как хотите назовите его, нас сохраняет. Я это уверен. Вот посмотрите, где мы находимся. Вот, чтобы эту страну после войны, что нуждается эта страна? Естественно, бизнес, экономическая поддержка. Война закончилась, мы должны там остаться. Мы должны развиваться в все сферы, которые касаются бизнеса. А если вы спрашиваете, что можно делать в Абхазии, два сектора, я думаю, что необходимо, чтобы бизнесом заняться. Первый по туризму, второй сельского хозяйства. Потому что природа позволяет все.
Например, я начал первый шаг по бизнесу сельского хозяйства, потому что у нас есть горячие источники, у нас есть очень хорошие поля. Чтобы не делать бизнес по сельскому хозяйству, это грех. Вот. Мы начали тепличное хозяйство первое. Вот я моим компаньонами решили так. Давайте мы сделаем первую теплицу, а потом по туризму. У нас два сферы идет параллельный бизнес. Вот один уже завершили вы недавно были вместе. 50 тысяч квадрат. Последние технологии в Голландске. Помидоры выращиваются, там комбинат. И там в данный момент работает 78 человек. Это рабочие места, это налоги. Мы уже сам выращиваем свой продукт. И мы его продаем в России. Оттуда тоже доход. Понимаете? Вот такие, если мы здесь, у нас получается бизнес так любит тишина. Он любит, как, знаете, вот маленькая птица. Маленькая птица, когда вы сильно держите, он умирает. Отпустите, он летает. Бизнес тоже такой. Он любит стабильность, он любит тишина. Мы, абхазский народ и наше государство, должны пригласить такие возможности, которые имеют людей, дать по максимуму им возможности, льготы, чтобы они вкладывали сюда денег. Вот. У нас получает самый ниже зарплата человек 25 тысяч рублей. Это у вас на производстве? На наше производство, я имею в виду. До 120 тысяч. Вот есть, которые получают. Мы приняли абхазские инженеры сельского хозяйства, которые учили агрономы. Они учатся профессионально из Турции. Есть человек, который агроном, он очень хорошо знает это дело. Через 2 года наши люди будут выращивать свои помидоры, огурцы, как хотите назовите, сельского хозяйства, я имею в виду. То есть нам не нужны будут другие люди, чтобы здесь нам научили. Уже будет свой агроном, свои профессионалы. Ибрагим, все-таки Турция демонстрирует очень успешное развитие экономическое, да? Очень. Очень успешное. И в том числе и аграрный сектор, и туризм. Ну, не будем сейчас вникать в подробности, кто там помогал Турции делать туризм. Но все-таки качество собственное турецкого народа, безусловно, залог вот этого успеха, да? Скажи, пожалуйста, вот абхазская, значит, диаспора, которая существует, все-таки некий опыт общения с турками, участие в этом, в турецких бизнес-проектах, они, наверное, ну, все-таки выявили среди вас каких-то особо пассионарных бизнесменов. Успешные абхазы, как бизнесмены в Турции, есть успешные бизнесмены? Есть. Они идут сюда? Ну, к сожалению, знаете, я всегда это говорю, буду говорить правду. Правду, к сожалению, чуть горький, или как можно сказать, обидно, да. И говоришь, что вот смотрите, мы гордимся всегда, говорим, что 570 тысяч до 600 тысяч абхазцев живут в Турции. Если вы спрашиваете, из 570 тысяч человек абхазцы, что сделали абхазы, ничего я могу сказать. Вот последние годы, вот сейчас, да, последние годы начали вкладывать. Мои друзья, мне, которые знают, большинство сегодня вкладывают в Абхазии через нас, турки, другие нации, чем абхазцы. Есть очень богатые абхазцы, есть бизнесмены. Я прям говорю, я очень обидно вообще, обижаюсь. Почему не вкладываете в свою родину? А почему, Ибрагим? Почему? Какой трагический вопрос ты задаешь? Вы знаете, я этот вопрос им тоже задавал. Вы когда говорите, мы же любим говорить много, а делать не любим. Как мы любим свою родину. Да. Ах, родная Абхазия. Да, мы можем плакать, мы можем, когда тяжело, как время войны, поддерживать. А об этом заканчивается все. Почему? Вот наши
Комитет у нас был время войны. На самом деле они в то время очень помогли. Это процессы. Время войны поддерживали, люди отправили, обеспечили, собрали деньги. Как-то помогли. Ну, молодцы вообще. Комитет я имею в виду. Хорошо, война закончилась. А дальше что? Никаких у нас нету программ, планы. Как мы можем помочь свою родину? Как мы можем поднять экономику? Рабочие места создать? Они больше опытные в Турции, которые живущие абхазцы, чем здесь. Почему? Потому что среди них турки, они учили, как можно зарабатывать деньги. Вот. Поэтому я всегда им говорю, приезжайте, вкладывайте деньги в свою родину, дайте рабочие места, чтобы помогали они экономически развитию Абхазии. Ибрагим, а может быть, сама Абхазия не создает какие-то встречные потоки, встречные движения, не объявляет некие гарантии, какие-то экономические площадки, куда можно прийти? Ведь сама Абхазия должна стать инициатором этого всего. Да, вот совершенно правильно вы говорите. Есть, конечно, нюансы, которые наше государство тоже не дает такой возможности. Я открыто могу говорить это. Например, бизнесмен, когда приедет, мы в такой степени его должны показать. Вот это место мы можем вам давать, вот наши льготы. Вот, пожалуйста, вот определяем вот такое-то место. Если вы хотите сельского хозяйства, место показать беспроблемно. Инвестор не должен чувствовать проблемы. Вот у нас, к сожалению, после войны, это на самом деле так и есть, все захвачено. Частные лица, государство столько места не имеет, чем люди, которые абхазцы имеют. Например, человек после войны занял какой-то участок или какой-то санаториум, или какой-то, в общем, прямо на берегу моря. Вот, да, вот. Но у него, к сожалению, нет возможности, я понимаю. Он как-то должен жить, обеспечить свою семью и так далее. В общем. Но адекватно надо относиться к этому. Почему? Государство не может отдать какой-то санаториум. Почему? Потому что человек его занял. Он не может его отнять. Я всегда думал так. Парламент должен такое решение принимать. Отдать им срок. Какой-то определенный, вот 3 года, 5 лет, я не знаю. Вот. Если кто-то не начнет проектировать и этот объект, они должны сдать этот объект. И выставить на торги, да? Выставить, чтобы этот объект было государством. Да. Когда инвесторы приедут, Да. чтобы он показал государству, вот это наше место, мы вам даем 49 лет, стройте. Ну вот мы разговаривали с президентом Абхазии Рауль Джумханчем Хаджинба, и эта тема поднималась, и он, в общем-то, имеет в планах, и дай бог, чтобы у него получилось, осуществить именно то, о чем ты сейчас говоришь. Пересмотреть всю наличие недвижимости, возможностей земельных, в том числе территориальных, вот, объекты посмотреть. И вот как раз вот по этой схеме, может быть, тогда это получится, и дай бог, чтобы это было еще одним шагом. У тебя был важный очень план открытия маршрута до Турции с Абхазией, что очень решило бы многие вопросы. Ну, вы знаете, очень важно, конечно. Это было такой возможности, когда был Сергей Васильевич Багаш президентом, мы ездили в Турцию, договорились тогда, чтобы между Турцией или Трабзон, или Самсун, из них города, вот прямой пассажирные корабли, чтобы ездили между Турцией и Абхазией. Турция тогда говорил, это было трехсторонний переговор, это Россия присутствовала, Турция и Абхазия, в общем. Вот. И тогда такое решение приняли. Мы будем, турецкой стороне говорили, разрешаем вам отсюда прямые, вот, чтобы пассажирные корабли ездили в Абхазии. Все безопасности мы отвечаем, чтобы нейтральную воду не захватили грузинские корабли и так далее. С ними мы разберемся. Это процесс через пару месяцев начинается, мы потихоньку, по этапам будем это делать, как положено. Но когда Сергей Васильевич Багашвили умер, и после этого другой президент у нас стал, вот, и такие моменты были, которые звонили из Турции, будем продолжать этот процесс или нет.
Они на самом деле хотели. Почему? Потому что, представляете, мы всегда говорим, 570 тысяч абхазцев живут в Турции, а дорога, самая главная дорога, чтобы, если прямой, 96-й год, если не ошибаюсь, или 95-й год, было такие возможности, а корабли ездили прямо в Турции из Сухума. А представляете, тогда от 3000 до 4000 абхазцев вернули в свою родину и начали. Почему? Потому что сегодня сел, утром уже находится в Турции. Если какие-то, в общем, не дай бог, свадьба или похороны, или какие-то, в общем, человек ездил туда-сюда, не боялся. И ему была большая честь вернуть свою родину. Дорога очень важна. К сожалению, эта дорога, которую мы по этапам решили, тот власть, который уехал, как я имею в виду Золотинскович, в общем, когда был президент, и все, вот, этот проект завершилось, не получилось, не хотели. Поэтому сегодня опять мы заново начинаем этот процесс, переговоры. У тебя не получилось еще и проекты с бизнесом вот, абхазских махаджиров здесь и при предыдущем президенте, да, когда тебе и с твоим проектом очень большие сложности были? Вот, конечно, вот, например, по поводу Пицунда, да? Пицунда у нас курортный вообще городок такой, красиво. Море вообще изумительно. Что надо там делать? Там надо по туризму, гостиница, аквапарк. Например, где я сейчас строил, тепличное хозяйство, это не его место. Туда надо было, на самом деле, мы сделали этот проект, 5-звездочная гостиница, и там самый большой аквапарк, летний, зимний. Наши дети, чтобы зима купались. Развлекательные много вещей. Но это мы сейчас сделали центр города теплиц. У нас есть горячие источники на Ачамчирский район. И гораздо экономнее делается это тепличное хозяйство, выгоднее. Например, я грею воду через электричество, в Пицунде я имею в виду, а в Кындых самому горячая вода идет, вы его полностью топите, отопление делаете через этого горячего источника, у вас гораздо дешевле получается целый вот этот комбинат. Ну вот теперь и Рауль Джункович, я слышала, он как раз говорил о том же, что необходимо вот именно на этих источниках по максимуму их Да, использовать. я очень благодарю Раулю Джунковичу. Почему? Потому что он понимает, он знает, он чувствует народ, что нуждается. Ну просто человек много чего у него в планы, но, к сожалению, 2 года это все не можешь делать. Это время надо, по этапу. Например, мы, как завершили пицунские теплицы, это хозяйство, сейчас, Бог даст, все нормально. Джункович нам позвонил Ачамчирского района глава администрации. Они определили нам 70 гектар горячим источником. Мы будем также строить сейчас. В первую очередь будем 10 гектар. Вот сейчас уже купили мы все оборудование. И скоро начнем. Сентябрь месяц, Бог даст, все нормально, мы стартуем. Через 6 месяцев там уже будет так же, как Пицунда, такой же комбинат. Дай бог. И аквапарк все-таки ты доделаешь? Да, вот Пицунда мы будем обязательно, вот 5-звездочной гостиницы и аквапарк большой. Это у нас уже вопрос решен, места уже готовы, средства уже готовы. Почему не делать? Когда видят другие бизнесмены, на самом деле в Абхазии вкладывать деньги, и бизнесмены не боятся, там значит стабильность, другие тоже придут и начнут. И так же было. Поверьте, после этого комбината очень много бизнесменов интересуется вкладывать в Абхазию. Прекрасно. И самое главное, что возможно теперь, после турецких событий, возможно, все-таки более другой качественный уровень отношений Турции с Россией, да? И, может быть, это дорога по морю Абхазия. Вы знаете, это тоже большая политика. Я думаю, что это тоже уладится. Потому что два государства без друг друга не могут. Не могут они. Почему? Потому что без России Турции ему плохо, им плохо. Без Турции России тоже так. Знаете, сколько я знаю, 600 тысяч русских замужем турков. И у них там бизнес. А турка здесь Москва и большие города бизнес. Так что
Я думаю, что бизнес все вопросы решит. Вот, Ибрагим, мы с тобой находимся, ну, просто в прекраснейшем месте, на высоте 1700 над уровнем моря. В этом вот урочище Пыхвда, которое мне никто не объясняет, как оно переводится. Боже, я не знаю, Швейцария или это Австрия, что это? Это потрясающе пустынное место, где гуляет несколько коров, где есть несколько балаганов, да, где есть, так сказать, несколько фамилий всего-навсего, где потрясающая трава для того, чтобы тучные стада барашек ходили здесь. Ты заехал и сказал: Бог дал эту землю нам, а мы ее топчем и не ценим. Что здесь делать? Вы знаете, всегда говорю, наши глаза такой степени привыкли на эту красоту, мы не замечаем уже. Как будто обычный процесс. Надо нас отправить хотя бы месяц в пустыне, чтобы там жили мы поняли, где мы жили на самом деле. Мы не оцениваем его. Без обида это на самом деле. Почему наши старшие, наши жили горы вообще? Почему наши танцы такие резкие, красивые, мужественные? Это дает природа. Мы, абхазцы, всегда были в горы. Я всегда говорю, надо вернуться в горы. Надо жить здесь. Я понимаю, надо, конечно, вот в город жить и так далее. Хотя бы. Каждый умели такие возможности, есть, слава Богу, прийти, хотя бы жить какое-то определенное время здесь, это чувствовать нашу красоту и нашу... как мы, вот, например, попробуйте здесь делать танго, вальс, обнимите женщины. Не получится, знаете почему? Природа вам не дает. Это совесть, это от природы нам вообще. Почему я очень хочу, чтобы вернули абхазцы в своих горах, где раньше они жили. Вот как бизнесмен, ты сюда пришел практически, прагматически. Вот что тут должно быть, что бы ты тут сделал? Вот я вам сейчас скажу, вот мы же говорим Австрии, Альпы, Швейцарии. Все мечтают что-то попасть. Да, надо туда поехать, увидеть. Но поверьте мне, чем что увидите здесь, большая разница не увидите. У нас есть она. А как они сделали? Горный бизнес сделали. Трекинг, вот они ходят, вот уже большая мода вообще. Приехали, хотя бы мы что можем делать? У нас возможности, к сожалению, не так, как в Швейцарии, в Австрии, в других странах. Но мы можем же потихоньку. Вот есть люди, которые мечтают попасть сюда, организовать такие вот туры, можно сказать, чтобы они приехали, трекинг, ходили, ночевали здесь по палатках или как-то. Ну, но это туристические, а приносящие дивиденды в экономику, помимо туризма. Вот я вам сейчас скажу, вот посмотрите, сколько позволяет, только мы говорили здесь, уважаемый, как его? Заурбек. Раньше пастух, да, он говорил, раньше 50-100 большие вот скоты они держали здесь. Вот вы видите, везде позволяет траву вообще. Почему нет? Вот сейчас видите, пустота. Почему? Потому что мы не ленивые на самом деле. Почему не поднимаемся сюда, как раньше было? Здесь можно 3, 4, 5 месяцев, сколько я понимаю, бесплатно просто скоты, вот коровы, быки, как хотите назовите, могут они кушать. И здесь молоко, сыр. То есть даже ничего вкладывать не надо. Они будут сами травку щипать и давать молоко. Абсолютно. Только успевай делать сыр, да? Да. И его реализовывать. Почему нет? Раньше же это было. Как он говорил, здесь было, как он говорил, как назвал его? Колхоз, да? Да, но это до войны колхозы были, да, здесь были просто... А почему колхоз был? Перегонные, это все перегонные пастбища. Позволяет все. А сейчас тоже позволяет, просто надо делать. То есть ресурс есть у Абхазии? У нас все есть. Ресурс есть, просто нужно меньше заниматься политикой. К сожалению, у нас как все уйти, политики стали, от этой жуткой политизированности? Чем больше я постигаю Абхазию, чем больше я езжу, а я уже ее объехала почти вдоль и поперек, чем больше я встречаюсь с людьми, простыми, обычными людьми, я вижу, сколько ярких людей, носителей просто индивидуальных проектов на пользу Абхазии. Я вижу, сколько незащищенных простых людей, которые нуждаются в защите своей жизни, своей деятельности со стороны общества, государства. Я думаю,
какой виртуальный мир создан политикой. Существует живая жизнь Абхазии, люди силятся. Ну, кто-то умеет работать, а кто-то не умеет, а кто-то хочет. И существует какая-то политическая параллельная жизнь, выдуманная жизнь, которая на самом деле своей шумностью перекрывает настоящую проблематику Абхазии. Вы знаете, это очень сложная ситуация на самом деле. К сожалению, Абхазии все стали политиками. Которые в деревне живут политики, которые в больнице работают политики, ученые политики. Ну, все политиками остались. А на самом деле никто не политик. Люди мучают, люди обманывают, люди правду не говорят. Как-то, в общем, рассказывают какие-то рассказки. Зачем это нам нужно? Мы малый народ. Нам нужен стабильности. Да. Не нужны такие вещи делать. Чтобы стать в МВД захватить, камень кидать, всякие гадости говорить. Почему это все? Сейчас, к сожалению, деньги очень большую роль играют. Есть, которые... Сейчас что мы делаем, наш народ? Наши враги что желают? Что они мечтают? Хуже мы делаем, чем они мечтают, в общем, вот в данный момент. Почему мы это делаем? Почему мы слушаем всякую ерунду? Зачем мы нетерпеливы? Эти люди, которые начали, чтобы штурмовать референдум, собрать какие-то подписи и так далее. Всего прошло 2 года. К сожалению, как раньше было, такое финансирование из российской стороны нет. Свой ресурс там хочет поднять свою экономику. Мы же, вот я вам скажу, например, 10 лет мы жили, как открытие тюрьма. Закрытая была наши границы, здесь враги, а здесь Черное море. Как-то мы жили без российских денег. Да? Жили, стабильно жили. Люди были довольны. Может, у нас не было такие хорошие машины. Вот мы, может быть, не ездили в другие страны, но больше любили друг друга. Да. Больше уважали. Понимаете? Вот. Что это делает? К сожалению, есть другие силы, финансируют эту сторону, другие стороны. Они сверху вот так нас смотрят. Давайте еще вот погрызьте друг друга. А потом референдум будет, знаете как? Состав какой-то в государстве. Я не могу назвать его. Или той стороне, или той стороне. Нам придется это, понимаете? Найдется. Вот ты сейчас сказал очень ключевую фразу. И мне казалось, что после того, когда произошла вот эта страшная, на самом деле, почти политическая предкатастрофа, которая произошла сегодня, мне казалось, что она должна будет получить очень жесткую оценку из уст абхазских интеллектуалов, из уст абхазской интеллигенции, элиты народа. Я не услышала этого в публике. Я слышала только голос президента, который призывал, взывал. И действительно он повелся достойно в это время. Я думаю, что дальше он все-таки предпримет ту жесткость, которую сегодня ждет от него народ Абхазии по отношению к нарушителям государственного спокойствия. Но ты сейчас сказал ключевую фразу. Не дадут Абхазии пребывать вот в этой постоянной самостийности, смены племенных вождей. Возвращаясь к этой фразе, которую ты сказал, Абхазия пограничная территория, стратегически важное государство. И если она, наконец, не обретет своего лица, и своей экономики, и своей мощной устоявшейся государственной системы, конечно, найдутся силы, с той или с другой стороны, которые придут здесь, встанут и скажут, ребята, вы не смогли, теперь дайте нам. Вот это, пожалуй, самая страшная опасность, которую нельзя не осознавать. Почему Абхазия так беспечно относится к своей вот этой, ну, просто потрясающей исторически значимой независимости и самостоятельности, да? Ибрагим, и заканчивая наше интервью, мне кажется, сегодня вот я хочу сказать, что, наверное, твой голос махаджира Абхаза, опять-таки ты не любишь этого слова, но махаджира Абхаза, который много пережил тоски вдали от родины, и который, может быть, острее сегодня воспринимает абхазскую проблематику. Я прошу тебя, как состоявшегося человека, ты человек сильный, ты много можешь сам,
За тобой стоят люди, которые много могут помочь Абхазии. Скажи, пожалуйста, что сегодня ты желаешь своей родине? И мы будем вместе пытаться это исполнить. Знаете, нам необходимо объединиться. Больше нас никто не любит. Если мы друг друга не будем любить, не уважать, не относиться искренне, у нас всегда будет проблема, мы будем потерять, что у нас есть. Если мы хотим, чтобы мы были сильны, мы должны послушны. Мы должны законопослушны. Мы должны поддерживать своего президента, руководство. Если оппозиция, я не говорю, чтобы не должно быть. Пусть будет. Но оппозиция пусть скажет, чем поможет на самом деле. Или пусть управляет. Вы знаете, вот это вот так надо делать. Или мы знаете, что хотим? Выберем президента, пусть он все делает для нас. Так же не бывает. Помогите этому человеку. Скажите, он не говорит, я все знаю, как я хочу, так и буду делать. Нет, абсолютно, никогда такого разговора не было. Я Да, знаю. он очень договороспособный. Почему мы все ждем от него? Почему мы друг друга не помогаем? Мы видим каждого у минуса, ищем минуса, не плюс. Вот. А я хочу вот узнать, как у вас недостатки ваши искать и рассказывать где-то. Мы должны уйти из этого ужасной, страшной ситуации вообще. У нас, к сожалению, сегодня, даже я могу сказать, если у кого-то плохо, некоторые нравится это. Вы знаете, у него так ему надо. Зачем? Зачем мы 105 миллионов, 10 миллионов? Мы всего 100-150 тысяч. Мы должны, как во время войны, единым быть, как кулак. Когда единый кулак показал грузинам, а что мы не можем сам дальше строить свое государство, что ли? Мы не можем объединить. Попробуйте в Турции. Вот сделали в Турции. Все сегодня 2000 военных не знают с ними, что будет сейчас. Потому что государство любит жесткость. Должно быть жесткий режим. Если человек не знает свое место, он должен показать его место. И надо немедленно принимать такой мер и действовать сильно. Чтобы они поняли, если мы начнем такие вещи делать, у нас есть закон, нам накажет. Да, сильное государство – то, которое умеет защищать Совершенно себя. правильно. Которое умеет защищать те институты, на которых оно стоит, те законы, по которым оно действует. Все И правильно. дай бог, чтобы по Абхазии это получилось. И я думаю, что наши братья там, оттуда, из-за моря, все-таки когда-то поймут, что Абхазия очень нуждается в возвращении своих сыновей. И, может быть, у тебя получится еще раз объяснить им это. И вместе мы каким-то образом вот этот большой корабль Абхазию поведем туда, Дай Бог. куда предназначено Всевышним. Спасибо Бог. тебе огромное за любовь Не к Абхазии, за то, что согласился на разговор. И удачи. Спасибо.